Селям алейкум, сайгалы телесерджилер. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас в самой вкусной программе «Софрага Бьюренес». В решении вопроса, как можно модно одеваться, окажет помощь профессиональная швея. Каждый человек хочет выглядеть красиво и элегантно. Мода стремительно развивается, и все хотят ее догнать. А помочь в этом сможет наша сегодняшняя гостья. Давайте познакомимся с ней поближе и просмотрим небольшой сюжет. Приятного просмотра! Художественный вкус, эстетическое чутье, творческое воображение – все эти качества успешно применяет в своей любимой и незаменимой работе Эльмира Усеинова. Большую часть времени она посвящает созданию индивидуального и неповторимого образа для каждого клиента, вкладывая всю свою душу и любовь в творческий процесс. Эльмира Ханам не только профессионал в создании шедевров, а также позитивная, оптимистичная и жизнерадостная мама. И сегодня на кухне Софрага Бьюренес Эльмира Ханам поделится рецептом крымско-татарского сочного блюда под названием чир-чир. Полная творческой энергии, умная, талантливая, готовая ко всему новому, со страстью отдающаяся своему делу. Встречайте, у нас в гостях Эльмира Ханум. Селям алейкум. Алейкум селям. Хош келденес. Сагулнас. Очень рада видеть вас в нашей студии, на нашей кухне. Я тоже очень рада нашему знакомству, Анечка. Я знаю, что у нас сегодня будет необычное и малоизвестное блюдо. Да. Секрет приготовления которому известен не всем. Да, его знают немногие. Я сама его узнала, когда вышла замуж, потому что его готовила моя свекровь. И каждый раз, когда мы ездили на какие-то такие мероприятия, сватовство, мы готовили это блюдо, и все гости всегда удивлялись и расспрашивали, что же это за блюдо. И всем безумно нравилось, и всегда его съедали первым. Называется оно чир-чир. Рецепт был передан и еще от свекрови. Свекровь передала моей свекрови, а моя свекровь научила уже меня готовить. Вот от мамы к маме, получается, да, рецепт передавался. Здорово, когда блюдо передается из поколения к поколению. Давайте расскажем нашим телезрителям, что нам понадобится для приготовления. Это блюдо называется чир-чир. Так. Вот. Готовится оно из слоеного теста. Начинка у нас будет сахарно-ореховая. Грецкий орех с сахаром. Расскажите, как делается. Вот. Дома мы делаем его, естественно, сами. Рецептов много слоеного теста, но именно для вот этого блюда желательно делать такое тесто. Такое в магазине не продается. Нам понадобится стакан кефира, 2 яйца, чайная ложка гашеной соды, где-то полстакана муки, полстакана воды и муки уже там, чтобы оно такое было мягкое, эластичное, как обычно. Тесто у нас есть? Да, мы раскатываем тесто и прослаиваем его маргарином вперемешку с растительным маслом. Вот. Мы заранее подготовили, конечно, тесто. Его большой лист мы сворачиваем в улиточку такую. И вот у нас получается вот такая вот форма, да, теста. Вот, смотрите. Сейчас мы с тобой начнем делать заготовки. Так, что нам необходимо? Нам нужен нож, скалочка, дощечка, где мы будем резать. Вот. Ты будешь у нас измельчать орешки. Так. Это делается просто. Я буду очень стараться, чтобы у меня это получилось. Орешки должны быть совсем меленькие, правильно? Да, они должны быть меленькие, потому что начинка должна быть нежная. Если он будет крупный, то как-то будет неприятно, она наверное. будет грубая начинка, а нам нужна она. Так, в общем, я должна, как я понимаю, измельчить все орешки. Да, вот это мы. Это мы убираем. Да. Ты продолжаешь остальную порцию измельчать орешки, а я займусь тестом. Тесто у нас готовое. Так, для теста нам нужно нарезать такие порционные кусочки, чтобы это было небольшое, не маленькое, пирожочек небольшой, не маленький, чтобы получился. И когда тесто мы измельчили, мы должны его вот так вот, смотри, это такой секрет фирменный, чтобы слойка была еще более слоеной. Ее нужно вот так перекрутить и вот так вот надавить. И тогда она будет еще более слоеной. Хочется поговорить о вашей деятельности. Расскажите, как произошло ваше знакомство со швейным ремеслом? Когда мне было 4 года, мне подарили родители машинку швейную, такую детскую, игрушечную. Но она шила. Такой примитивный прямой шовчик она делала.
Я вот, будучи ребенком, думаю, ну что, надо играть же как-то с машинкой. Почему-то я начала шить на ней. На этой машинке кукла стала шить всякие юбочки такие, простенькие такие изделия. И маме показываю, мама на меня так смотрит, говорит, это ты? Я говорю, да. Я так хорошо это помню. Вот я вообще помню свою как бы жизнь вот уже с 4 лет где-то. Вот с этого возраста я очень хорошо помню много таких жизненных моментов. Вот. И вот с тех пор как-то я на этой машинке стала шить. Потом, когда я уже стала постарше, мне очень нравилось все резать, конечно же. Все шторки, все скатерки, все мамины юбочки. Почему-то мне всегда нужно было отрезать кусочек, потому что мне не хватало для куколки, для полного образа. И я всегда все резала. Вот я даже сейчас, когда приносят ткань, у меня прям резать надо. Я очень люблю, конечно, выкраивать. Для меня это большое доставляет удовольствие вот по сей день. И когда я стала постарше, естественно, мне захотелось уже более лучше и более продуктивнее, скажем так, шить. Я начала пробовать уже для себя что-то делать. Но для этого нужна была машина более такая, естественно, да, серьезная. Вот. И у всех моих алашек, это сестры моего папы, сестры, у них у всех были машинки. У нас была машинка от бабушки моей, вот, стояла где-то там в кладовке, попросила, значит, достать и стала шить. Это была очень такая на тот момент хорошая машина Зингер, которая мне очень нравилась. Вот. И я стала шить на ней. Это была машина моей бабушки. Бабушка моя шила. Она нигде не училась, бабушка моя, но у нее очень хорошо получалось, что даже я сама из города Ферганы, и к нам очень часто приезжали туристы, иностранцы. И вот бабушку очень многие знали и приезжали. Я, честно говоря, это услышала от своей алашки, с которой я работаю сейчас, что даже французы заказывали у нее одежду. Вот. Да, она шила, она очень, я, допустим, мужскую одежду не шью, а она даже мужскую одежду там шила, как бы, такая была очень красиво, очень со вкусом и очень качественно она шила всегда одежду, бабушка. В школе у меня учителя все знали, что я там что-то шью, мастерю. Там на уроках труда всегда девочки фартук шили, я шила себе вечернее платье всегда уже вот так вот. И мы все-таки пришли к тому мнению, что это действительно передается по наследству у нас, потому что и бабушка шьет, и все алашки мои шьют, тети, да, и из них многие нигде не обучались. Ну, может, какие-то курсы кто-то из них, конечно, проходил. Вот. Но они все портнихи. Но в основном это вот просто талант. Это тяга, да, это такая какая-то, да, вот желание именно шить, и оно получается. Вот, да, и сейчас у меня вот младшая дочка тоже, ей захотелось шить, и она сейчас тоже пошла, но она уже пошла учиться, я уже, будучи сейчас, как бы понимаю, что все-таки отучившись, она будет еще талантливее, еще лучше. Вот. Итак, Эльмира Ханум, орешки вот у меня уже почти готовы, посмотрите, пожалуйста, правильно ли? Да, все достаточно хорошо. Ли мелко? Да, хорошо. Давайте. Мы все это сейчас емкость освобождаем, и нам нужно будет для завершения размешать. Это у нас был стакан орешков, Так, да? Стакан. Теперь нам нужен стакан сахара. 1 к 1 мы мешаем. 6 ложечек столовых, это будет стакан сахара. 6 столовых ложек? Да, вот это для хозяек на заметку. Когда нет 200-граммового стакана, можно так. Так, и что, сюда? Да, и все тщательно перемешиваешь. Хорошо. А я буду раскатывать такие заготовочки. Да, вы обязательно нам расскажите, как это правильно делается. Да, вот такие заготовочки мы будем. Так, то есть вот такого вот размера, как вы делаете, Да, правильно? да, это будут пирожочки, слоеные с ореховой начинкой, если так выразиться простым языком. Эльмира Ханум, Да. ну расскажите о первом своем изделии все-таки. Первое мое изделие это был пошив костюма для моей мамы. Это было очень важно, очень волнительно. И мама, конечно, такая молодец, она поверила в меня. Это очень важно. Да, нужно верить своим детям. Вот, тогда у них все получается. И она говорит, шей мне костюм. Я говорю, что ты будешь его одевать? Она говорит, ну, смотря какой будет. Вот. И я начала, значит, над работой этого костюма.
учитывая, что ткани было совершенно в ассортименте мало на тот момент. Вот, но хотелось что-то такое очень модное, современное. В те годы, я помню, очень часто показывали «Утреннюю звезду», и там певцы вот, да, тех лет, они всегда были такие модные, но в наличии такой одежды никогда не было. И мне всегда так хотелось так одеваться. Я всегда шила костюм, там, как у Алены Апиной, там, или там, в общем, вот. И придумала я маме очень модный костюмчик. Вот. Нужна была еще одна тонная ткань. Естественно, в ход пошли даже ХБшные простыни. И мама говорит, что ты из простыни мне будешь шить платье? Я говорю, мама, посмотришь потом? Во-первых, не хватало нам ткани, я думаю, надо как-то скомбинировать. Значит, мы скомбинировали, у нас был светлый верх, и в клеточку юбочка была такая со складочками. И чтобы это не казалось действительно как простыни, блузочка была белая, да, из ХБшки, я ей сделала здесь такой, значит, кармашек модный, и там вот эти вот как платочки, в общем, что-то такое, там дизайн такой был. Да, мама одела и пошла на работу. Когда она рассказала на работе, говорит, мне дочка, они говорят, Русина, где вы взяли такой красивый наряд? Она говорит, это мне дочка шила. То есть окружающие оценили? Да, они просто удивились, что в те времена не продавались такие модные вещи. Это, во-первых. Во-вторых, вам было сколько лет? Да, они еще говорят, а что у тебя такая взрослая дочь? Она говорит, 13 лет ей. Вот тогда это, наверное, был самый важный, самый такой для меня значимый заказ, ответственный и запоминающийся для мамы. Мама его проносила очень долго, пока не поправилась. Он такой был хороший, качественный, и ей очень нравился он. Сейчас вы уже сама мама, и ваша дочка, как вы уже упомянули, тоже шьет. Да. Помогает ли она вам в вашем ремесле? Дело в том, что она начала только вот как бы интересоваться этим. С детства у меня вообще обе девочки, они с детства, у них очень получается. Из разных лоскуточков, из разных каких-то там ленточек, на Барби, на пупсиков. Они с детства вот играли именно тряпочками, как и я, впрочем. Вот. Но шить вот она начала только сейчас. И сказать, что помогает, я иногда, конечно, даю задания разные, там, допустим, распороть что-то, чисто так. По мелочи, скажем. Да, по мелочи, да? Потому что все-таки заказы такие серьезные, и ткани сейчас такие у нас дорогие, что сильно-то и ошибок допустить нельзя. Без ошибок нужно шить. Себе она шьет, конечно, пытается, скажем так. Вот она шила себе юбочку. Сейчас она вот ходит на занятия, у нее очень хорошо получается. Я это оцениваю действительно, высший уровень у нее. Действительно, если бы у нее не было таланта, я ей объясняю, говорю, у тебя действительно талант есть, потому что такие ровные строчки, только начала она вот как бы обучаться, да, у нее все ровненько, все так аккуратненько, у нее действительно получается очень красиво. Я говорю, ты еще будешь лучше меня шить. Она говорит, да нет, я так не смогу. Я говорю, сможешь. Такие вот заготовочки. Ну что ж, мы подготовили тесто, дробленые орешки перемешали с сахаром. Что теперь мы должны сделать? Сейчас мы будем наши заготовочки начинять вот этой начиночкой и подготавливать к жарке наши пирожочки. Мы берем вот так среднюю ложечку. Смотри, ты сейчас тоже мне сможешь помогать. Придавливаем. Вот так. И срезаем, чтобы у нас край был красивый. Я напоминаю, что мы поставили на плиту наш казаночек, налили масло. Да. Масло нужно сколько? Скажите зрителям. Масло нужно в зависимости от того, сколько вы будете делать. Можно пол-литра, можно литр налить, чтобы наши пирожочки там плавали. Угу. А в какой момент мы должны их туда опускать? Оно должно хорошо раскалиться, и только потом мы можем жарить. Жарить нужно очень внимательно, потому что в горячем масле они очень быстро темнеют. Чтобы они у нас не потемнели, нужно будет очень внимательно за этим следить. Ага, хорошо. Ты можешь сейчас мне помогать. Вот начиночку. Давай ты будешь начиночку, а я буду... Давайте, буду пробовать. Давай. Так, вы берете ложечкой? Да, ложечкой. Ложечкой, да. На серединку. Да. Много, немного? Ну-ка посмотрим. Нормально, да. Они должны быть такие пузатенькие. Пузатенькие. Так, закрываем. Да, придавливаем. И вот сюда ставим. Так, что, первый черчирчик не комом у меня? Нет, все хорошо, да. Так, и красивый край делаем, чтобы они у нас были аппетитные. Блюдо должно быть не только вкусным, но и эстетично. Еще, да, наверное? Нет, давай чуть-чуть. Эстетично, красивым, правильно? Конечно. Эльмира Ханум, расскажите, как вам удается совмещать быт
и работу? Ведь это очень сложно. Честно говоря, наверное, это все-таки по молодости, конечно, так быстро все не получалось, а сейчас уже умудряешься там и постирать, и погладить, и что-то сделать, еще и на работу сбегать, и все это пошить, с клиентами съездить, пообщаться, в общем. Вот. Дело в том, что, наверное, все-таки это, наверное, темп жизни, я так думаю. У меня такой он более, скажем, наверное, ритмичный, энергичный, и желание, чтобы, допустим, работу я люблю, и не меньше, семью я люблю еще больше, и поэтому я не могу разделять, допустим, любимую работу и драгоценную мне семью. Поэтому я должна уделить внимание как и работе, так и семье, не меньше, скажем так. Поэтому было бы желание, все успеваешь. Но работа у вас, без сомнения, творческая, а любая творческая работа, опять-таки, на мой субъективный взгляд, требует, скажем так, поисков вдохновения. Вот где вы черпаете свое вдохновение? Потому что оно же так по щелчку не приходит. Вот приходит. Приходит? Да, вот приходит по щелчку, потому что иногда вот так сидишь, и ты знаешь, самое интересное, что вот когда идешь с клиентами за выбором ткани, да, они приезжают к тебе и говорят, хочу такое платье. Я говорю, хорошо, будем делать такое. И мы начинаем, значит, элементы все там, да, обговаривать. И мы идем за тканью. Мы идем за тканью. И когда я вижу ткань рядом с этой девочкой, которая будет делать заказ, и у меня по щелчку, я говорю, давай вот это возьмем. Угу. Она говорит, а что мы с ней сделаем? Я говорю, ты мне веришь? Она говорит, да. Она говорит, берем. Ну, она даже не знает, что у нее будет. Вот оно как-то, увидев девочку, пообщавшись с ней, да, вот, допустим, когда она только приехала, я ее не знаю, но вот мы начинаем общаться, мы находим какую-то, да, золотую середину, и я уже начинаю ее чувствовать, ее характер, ее вкус. Это очень важно. Да. Да, это очень важно, и самое сложное – услышать своего клиента и помочь ему. Масло уже раскалилось, мы готовы обжаривать наше блюдо. Предварительно мы подготовили тарелочку с салфеткой для того, чтобы масло у нас пропитывалось, да? Вот. Ну что ж, давайте тогда приступать к обжарке. Мы можем сразу закидывать по 5-6 штучек, чтобы они у нас там друг другу не мешали. И нужно пристально следить для того, чтобы... нужно следить, чтобы они у нас не перегорали. И переворачивать их, конечно, нужно. То есть буквально несколько секунд, да, и уже вот да, один готов. В разгоряченном масле они, в принципе, жарятся очень быстро. Эльмира Ханум, вот вы только что рассказывали о том, как вы ходите с девочками, которые к вам обращаются вместе за тканью. Вот расскажите, что сейчас в тренде? Вот, может быть, какие-то у вас есть ориентиры, на которые вы смотрите? Может быть, вы где-то черпаете свое вдохновение из каких-то известных мировых, может быть, брендов? Расскажите. Ну, конечно, вдохновение, конечно, да, бывает. И хочется какие-то отдельные детали. Берешь, естественно, у знаменитых кутюрье, да. Это такие, как Дольче Габбана и Коко Шанель. Это действительно мировые такие таланты и звезды. Вот до такого цвета мы их доводим, до золотистого, да? Красота. Вот. Уже очень аппетитно выглядит, не правда ли? Наверное, попробуем потом. В тренде сейчас, конечно, безумное количество всяких мелочей и деталей, которые помогают. Сейчас, конечно, умеючи, столько возможностей и вариантов, что сказать, что определенно что-то в моде, такого нет. Допустим, да, сейчас очень модна вышивка, и бисером, и сутажная вышивка, и какими-то камнями, и стразы, и пайетки, и кружево, да, и какая цветовая гамма сейчас, да. Поэтому сказать определенно, что что-то модно, я не могу. Модно все, что красиво и правильно Фасон, подобрано. может быть, какой-то тоже, да? Нет, наверное, огромное количество. Все, что идет, что правильно сочетается, подобрано и комфортно. А вот если ваша, допустим, потенциальная клиентка не знает, чего она хочет, вот как вы? Да, конечно, очень часто звонят такие девочки, да, женщины часто бывают, которые спрашивают, а вы могли бы мне помочь? Это еще больше меня, конечно, интригует и завораживает, когда мне
мне доверяется клиент, и я еще больше получаю удовольствие от того, что они хотят, чтобы я им помогла. Конечно, мне это очень нравится, и я, естественно, помогаю, советую. Мы встречаемся, я общаюсь, я понимаю, что человеку нравится, и из того, что нравится, нужно выбрать именно то, что ему будет хорошо и будет идти. Вот вы упоминали вышивку. Вот все мы знаем, что в крымско-татарской культуре вышивка играет огромную роль. Да. Вы какие-то национальные нотки применяете? Дело в том, что чтобы их применять, нужно владеть вышивкой, да, нитью золотой элементарно, допустим. Ну, как бы золотая нить – это основа вышивки восточной. Вот. Я не владею такой вышивкой, но это мечта, конечно. Ну, в планах много всяких идей и задумок. Мне очень хочется ее использовать. Я даже ищу человека, который бы, наверное, просто мне помогал в этом деле, да, допустим, на мои готовые изделия помогал вышивать. Ну и сама, конечно, я бы хотела обучиться и начать это делать. Просто нужно время. Когда у меня будет время, я обязательно этим займусь. Да, мы в вас верим, потому что талантливый Спасибо. человек талантлив во всем. Уважаемые телезрители, взгляните на эту красоту. Чир-чир мы пожарили до золотистой корочки, но это еще не все. Сейчас мы будем переходить к следующему этапу. Это у нас что? Это у нас глазурь, которая состоит из 0,5 сахара, полстакана воды и большой столовой с горочкой ложки меда. Да. Это все мы ставим на медленный огонь, слегка помешивая, ждем, когда оно закипит. После закипания мы должны дождаться таких крупных пузырьков, которые нам скажут о том, что глазурь готова, и мы сможем уже завершить свой чир-чир, окуная в эту То есть глазурь. мы будем каждый окунать. Каждый пирожочек мы будем окунать в эту глазурь и выкладывать уже на блюдо. Да, Все, значит, мы ждем. да. Вот оно начало кипеть, и сейчас вот оно станет прозрачным, и появятся такие пузырьки. Эльмира Ханум, что является самым сложным в вашей работе? Вот если не секрет. Самым сложным, наверное, это прочувствовать именно то, что желает клиент. Найти контакт и почувствовать, что он хочет. Это самое главное, я считаю. Готов ли наш сироп для того, чтобы мы уже окунали? Вот оно становится прозрачным. Сироп наш Готов? готов. Так. Сейчас мы будем заниматься завершением. Мы берем чир-чирчик. Да, очень внимательно нужно посмотреть Да, нашим и- телезрителям. и вот Давайте, так мы наверное, да, его- вот так, чтобы было Да. удобнее. И вот так мы выкладываем наши чир-чирчики. Ага. Вот, они теперь станут блестящие. Тесто будет сладкое, начинка сладкая. Это просто вкусняшка для всех наших гостей. Эльмира Ханум, а было ли у вас желание развивать свою деятельность за пределами Крыма? Конечно, хочется, чтобы, пусть это будет даже Москва, почему бы нет, да? Даже, допустим, где-то и дальше. Мечта, конечно, поехать в Париж. Это мечта. Мечтать надо. Но вот если вернуться все-таки к тому, что мы имеем на данный момент, то в Крыму я знаю, что у вас были показы. И вы как раз-таки о них уже упоминали. Вот хотелось бы подробнее узнать. Да, у нас было 2 показа одежды. Это проделаны, как, знаете, отчет проделанной работы за прошедший год. И люди после показов подходили, интересовались и спрашивали, естественно, приходили потом. Значит, я думаю, им нравилось. Им нравилось, и значит, вы делаете все-таки все правильно. Я надеюсь. Моя миссия – это нести красоту и В добро. массы. Да. Какое чудесное ароматное блюдо получилось у нас совместно с Эльмирой Ханум. Дорогие друзья, запомните этот рецепт и не упустите возможность полакомиться вот таким вот замечательным крымско-татарским угощением. Эльмира Ханум, хотели бы вы что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Конечно. Юринес? Я желаю нашим всем телезрителям мира, добра и любви. Любите, и вас будут любить. Здорово. Чок сагулнас за такой Алла рецепт. разулсын. Очень рада знакомству с вами. Спасибо большое. тоже. Благодарю вас за то, что вы были у нас сегодня и пообщались с нами и поделились вот таким вот блюдом. Чир-чир с золотистой корочкой. А вам, дорогие наши телезрители, я желаю хорошего настроения и пусть во всех делах вам сопутствует успех. Смотрите телеканал Милет. Аш татлы олсун. До новых встреч!